Добрый день, уважаемые гости и приглашенные. Сегодня, 11 августа, исполняется ровно 55 лет с момента космического полета Андрияна Григорьевича Николаева. Слово предоставляется главе администрации Ленинского района города Чебоксары Николаю Петровичу Прокопьеву. Добрый день, уважаемые горожане, гости столицы, дорогие наши школьники. Сегодня исполняется 55 лет со дня полета в космос нашего земляка, нашего сокола Андрияна Григорьевича Николаева. Мы хорошо помним этот день. И, конечно, Андриян Григорьевич Николаев своим полетом, своим героическим полетом прославил на весь мир нашу страну, нашу республику и город Чебоксары. В честь Андрияна Григорьевича Николаева названа школа номер 10 в городе Чебоксары, улица Николаева. Ну и, конечно, много памятных мест, связанных с Андрияном Григорьевичем. В честь праздника сегодня в нашу республику прилетели космонавты. Наши космонавты — это Бударин, Корзун, Волынов. Сейчас мы в честь памятного дня возложим цветы Действительно большой праздник. Кто вложил многие средства, силы, здоровья для того, чтобы эта земля процветала. Я думаю, что найдутся еще среди чувашей те, которые придут в отряд космонавтов. И несмотря на все санкции, которые сейчас предъявляют к нашей стране. Исполняющий обязанности главы города Чебоксары Николай Николаевич Владимиров. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Валентинович Волынов с супругой Тамарой Федоровной Волыновой. Начальник научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Юрий Валентинович Ланчаков. Заместитель начальника научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Александр Павлович Павловский. Летчик-космонавт СССР, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Валерий Григорьевич Корсун. Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Николай Михайлович Бударин. Дочь летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Павла Романовича Поповича Наталья Павловна Березная. Советник полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации Анатолий Иванович Григорьев. Цветы возлагают депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов. Представители администрации города Чебоксары. Представители администрации районов города Чебоксары.
Приглашаем также к возложению ветеранов космодрома Байконур. И следом учащихся, студентов, представителей общественных организаций и жителей города Чебоксары. На этом праздничное мероприятие подходит к завершению. Спасибо вам большое и еще раз с праздником. Несколько слов. Позвольте зарядиться космической энергией. С удовольствием. Борис Валентинович, в принципе, вы там сказали вот как раз что-то душевное, как раз личное про Николаева, теплое. Каким он парнем был, что называется, как говорили? Ну, на самом деле был, я бы сказал, замечательным парнем. Почему? Потому что, знаете, первый отряд собрали летчиков-истребителей, причем из разных мест, но комиссию медицинскую прошли не все. А вот те, кто пришел, они на самом деле были, ну, я бы сказал, отборным контингентом. В истребительной авиации тоже. Но ребята пришли ведь рисковать своей жизнью ради науки, ради того, что говорил Сергей Павлович Королев. Некоторых вещей он тоже ведь не знал. Ну, например, Герман Степанович Титов взлетел, второй космонавт, тоже в 1961 году, но столкнулся с таким ужасом. Дело все в том, что ни один человек Земли, вообще человечество, не знало воздействия невесомости на вестибулярный аппарат. Мы столкнулись впервые. То есть это морская болезнь, самая настоящая. И в этих условиях он сутки боролся, но выполнил задачу. И таких задач было много. И когда подводят итог, говорят, что вот, знаете, человечество впервые за всю свою историю существования на Земле дерзнуло выйти в космос. И это выполнено. И вот сейчас, говорят, санкции к нашей стране. И то, и это, и европейцы, и американцы. А приходят летать в космос на станцию. Международная станция. Международная. А летает только на наших кораблях. Уже все шаттлы стоят. Ни одного корабля у американцев не летает в космос. Приходят к нам, готовятся и летают на наших кораблях. И вся Европа тоже. По сути, Вот мы что тоже такое можем свои Россия. контрсанкции. Что такое Россия? Это главное наука, а самое главное доброе сердце. Успехов, удачи всем, дорогие зрители. Вам долгих лет жизни. Спасибо. Здоровья. Всего доброго. Прежде всего, спасибо. Спасибо огромное. Николаева Эльвира Анатольевна, Кюржи ялдан кайры инженер буш, ялынжи культура жүрдінже ішлеген, Паян Шагынбек Уява пуштарындымыр, Чуваш Республикинже Нумай шин пуштарынжы шагында пиде пызы Гуяв, Ебахам шак шуржыл ялынже шуралны, Паллы космонавт Андриан Григорьевич Николаев,
ендежі бұл нежін пиде саванат бір, ебірін ба пиде мұқтанат бір. Шак мемориалы комплекса худаямашкан, тада оны юзамашкан, укша деньги уйыр нежін ебір Чуваш республикин пушлықне Михаил Васильевич Игнатьева, тада район администрациян пушлықне Анатолий Аркадьевич Мясникова, үтті пушлықсыне чунчеререн тавдыват бір нежін дезесін, шак комплекса мінчухлі, шынзем, аякран келеген туристсем, килзе саванашы хебірдеші, паянги саванышлығын, пиде паллығын, пиде нумай шын пуштарын жашағында. Бурде пирень паллы космонавта Андриан Григорьевич Николаева сумазывашы. Ана ебір яланақ чирере усырат бір, негіжанда асыран кылармас бір. Ебе Алексеева Альбина Анатольевна шуршыл школінде бірендеген. Нумай жыл ғушишле деп шак шуршыл школінде. Кундақ шуралны ебе. Андриана мен пічікренех піле деп. Ебір пиде мұқтанат бір хамыр Андриан ба. Пирин Андриан десе галат біребіріна. Шагымбек мемориалы комплекс тунишен пөдім халық савынат. Пирин ялзем кынамар, пөдім Чуваш республики тінчебек савынат теме пулать. И бир хамыр пушлық сене Михаил Васильевич Игнатьева, черерен давдывашын, выл пирин комплекса тыцабыма пулышать. Пирин район администрацияне де давзымахи галас келет, ял администрацияне візем пулышны бе пирин музей жакаш шулзерен илемлензе бырать, шинелзе бырать. Пирин яла нумайын келеші экскурсине. Шавын бада Андриан ятне шүлі жайра тыцабыма тырышат біребер. Мұқтанат бұрынба. Паян пиде пызығуяв, аллы білік шул. Нумай дамар, зағал дамар демелі. Анжақ Андриана ебір, черерен никшанда клармы бір. Мұқтанат бұрынба. Ваше впечатление вот о том комплексе космонавтики, который вы называли, много ли таких по России, и как вы это оцениваете, как вам здесь нравится? Нет, ну, я думаю, что таких комплексов немного. В свое время еще Павел Романович Попович так шуткой говорил, когда мы здесь были на открытии музея, когда, как такового комплекса еще не было, только музей. Открыл, он сказал, ну, вообще-то у меня, говорит, на родине даже такого нет, и, говорит, можно только позавидовать. А сейчас с годами он все хорошеет, развивается, много экспозиций новых, вот, много новых аллей. Вот даже вот эти деревья, которые посажены, такая память. Ну, просто, вот поэтому хочется хороший руководитель, Александр Николаевич Тукмаков, вот много сил и энергии на это тратить. Хотелось бы, чтобы он получал побольше помощи от руководства республики, чтобы музей еще, вот этот уже не музей, это космический комплекс, чтобы ширился, расширялся. Ведь здесь со всего Поволжья, со всей России и детишки приезжают, много здесь всяких мероприятий и спортивных отсюда, вот, космических стартов, космические олимпиады. Поэтому очень много что радует. Это вот заинтересовывает ребят, молодых и школьников. И сейчас, наверное, не соврать, в свое время было 56. Я, когда в крайний раз был здесь вот, в республике, сейчас, ну, как бы был более в общественной работе так вовлечен, было 86 отрядов юных космонавтов, практически в каждой школе и не по одному отряду. Поэтому вот я все время, я говорю, где вот на всех встречах, я говорю, в других регионах я все время рассказываю. А вы знаете, я говорю, сколько в Чувашии отрядах юных космонавтов? Все просто удивляются. Но с другой стороны, наверное, столько космонавтов тоже нет из одной республики. Вы как вот тоже уроженец Чувашии? Ну, вы знаете, наверное, у нас много так и с Украины, было много у нас там. Я имею в виду вот автономных республик, таких немного. Автономных, да. Как в свое время Мантимир Шамиль говорит, вот у нас в республике нефть, газ, а тогда у нас Николай Васильевич был главой, первым президентом. Говорит, а у вас, Николай Васильевич, что-то? Он говорит, а у нас зато говорит, три космонавта. Говорит. И все, говорит, и крыть нечем. Да.
конкурировать с нефтью, газом можно спокойно, да. Ну, как вам вообще самому здесь, вот сюда приезжая? Я с удовольствием приезжаю, да. Вот, но, как я уже говорил, я люблю приезжать, ну, в составе официальной делегации, это, конечно, хорошо, вот. Ну, вот я люблю автономно приезжать своим. И обязательно, я говорю, как бы вот, поездом приехал, или самолетом, либо на машине, я обязательно заезжаю сюда. Вот, и поклониться вот Андриану Григорьевичу, на могилу цветы положить, в музей пообщаться, посмотреть, как... Поэтому я в курсе всех событий, как все это происходит. Что здесь ну, да, то, что здесь делается, что здесь нового. Ну, поэтому... Ну, а вообще ваши вот отношения личные к Андриану Григорьевичу, вы его кем вообще себе представляете? Как его воспринимаете? Ну, вот я сегодня уже говорил, вот, нам не так много доводилось встречаться, я говорю, где-то тоже вот на официальных встречах, я помню, здесь на соревнованиях на Спартакиаде мы с ним встречались, в Звездном городке, когда он уже был как бы заместителем начальника центра, когда он так ходил, осматривал территорию, все время таким хозяйским взглядом. Ну и вот частенько мы встречались и в спортзале. Ну, в спортзале не на спортивных снарядах, а так в баньке погреться. И он тогда уже, несмотря на возраст, он все время на верхней полочке говорит: ну-ка, молодежь, давай двигайся сюда. Мы говорим: подтягивайтесь. Да, подтягивайтесь. И вот мне он запомнился вот такой, у него необычный взгляд, такой добрый. Вот он все время и как бы светится, и в то же время с какой-то такой, с хитринкой, с улыбкой, с таким прищуром. Вот таким он здесь запомнился. Вы горды тем, что вот тоже из одной семьи с Андрианом Григорьевичем? Ну, конечно. В свое время вот у меня тоже был такой нелегкий путь прихода в отряд, хотя мечта с детства была. Я говорю, ну тут пока образование получил, потом нужно было здесь... Ну, образование, я же вечернее отделение заканчивал института вечерников, куда надо работать и учиться. Начинал работать учеником-фрезеровщика. От станка вроде в отряд не берут, надо было закончить. Поэтому электромонтером. А уже когда закончил институт, я получал образование, работал инженером. Вот тут мне еще раз подтолкнуло. Теперь надо попробовать все-таки подать заявление. Но это было уже тоже на пределе возраста. Я в 33 года я подавал заявление в отряд первый. Сейчас в 33 уже ребят по несколько раз слетают, а я в 33 только заявление. И первый полет в 42 года. Ну, наверное, я говорю, так судьба наградила за терпение. У меня как раз почти подряд, я говорю, 3 полета. Хотел бы, конечно, и 4-й совершить. Я говорю, ну тут мы не нашли общего языка с нашими докторами. И можно было побороться там еще. Ну, время идет. Думаю, молодежь тоже. И молодежь, я говорю, тоже. Поэтому надо давать дорогу молодым. А потом, в принципе, на тот момент, вот 2003 год, 2004, у меня крайний полет был в 2003 году. Вот. Но пока уже не было ничего, а на всех видах практически кораблей я в то время летал. Я был на станции «Мир», я летал на нашем «Союзе», я летал на МКС, работал и стартовал на шаттле 2 раза, на американском корабле. Правда, ни разу не удалось приземлиться на нем, я говорю, ну, все время возвращение на землю на «Союзе», ну, это даже, я говорю, радует, потому что у нас «Союз», он попроще, но понадежнее. Ну, да. И можно еще один вопрос? Вы вот говорите крайний, это не последний, то есть это у космонавтов? Ну нет, это как-то и в авиации пошло, а так как космонавтика и авиация, они это неразрывно связаны, потому что в основном первые это были все летчики, это потом инженеры пошли, вот, потом уже инженеры наравне готовились с командирами. А вот сейчас Сергей Рязанский, это ученый, командиром Союза полетел. И у меня там 2 наших иностранных коллеги. Поэтому... Спасибо вам огромное. Еще раз, вот ваши теплые слова про Андриана Григорьевича, как вы его любили с детства.
так далее. И вообще, как вообще вы себя здесь чувствуете, вот на той земле, где Андрей Григорьевич вырос, родился? Вы знаете, вот не поверите, но я чувствую себя так, как будто бы это моя родная земля. Я ведь родилась в том же селе, где родился мой папа. Тоже в селе. Он же сельский парень был. Поэтому мне вообще все это очень близко, как бы деревня. Поэтому вот сейчас я себя ощущаю, как будто бы это моя родина, и я приехала на свою родину. Потому что я Андрея Григорьевича очень любила. Он, конечно, был для меня дядя Андриан. Может быть, ну там вот для детей сейчас, да, это легенда, там бронзовый. А на самом деле он был невероятно теплый человек. Он был очень сдержанный, он никогда не показывал свои эмоции, редко улыбался. Космонавтам нужно было улыбаться, их фотографировали. Но он очень редко это делал, правда, очень красиво улыбался. Но на самом деле он был очень-очень теплый человек, который очень любил детей и очень любил меня. И я даже представляю себе, как он любил свою дочку, потому что вот когда он видел меня, я просто видел, вот я помню с детства, у него прямо глаза загорались, и у меня глаза загорались, и мы друг другу бросались на шею. Вот такое у меня было отношение к нему. Скажите, пожалуйста, а вот вам нравится, как все здесь устроено, обустроено в его честь, в память нашего космонавта? Вы знаете, вы большие молодцы, потому что, к сожалению, есть случаи, когда забывают про своих героев, не воспитывают вот в детях вот этот дух патриотизма, да, что односельчанин, человек, который из вашего города улетел к звездам, никто про него не знает. В общем-то, в лучшем случае стоит какой-то памятник, да, и какая-то мемориальная доска, и больше ничего. Это в лучшем случае. Я, честно говоря, я просто поражена вашим отношением к Андрею Григорьевичу, потому что я просто тронута на самом деле, потому что такое внимание, вы все помните, вы собираете, вот мы специально для музея тоже привезли фотографии, кстати говоря, там редкие какие-то, чтобы они у вас в музее остались. Честно, я не знаю ни одного космонавта, у которого были бы такие замечательные музеи и такие замечательные мемориальные места. Нам очень приятно. А мне тоже. Нам очень приятно, что вы приехали сюда. Спасибо вам огромное. Чаще. Обязательно, с удовольствием буду приезжать. Приглашайте, с удовольствием приеду. И еще один вопрос, Да, такой момент. Вы ведь в курсе, как, ну, по сути дела, право первенства, как говорится, или там как похоронить именно на Чувашской земле отстояла эта вот республика? Вы знаете, я очень рада. Я вас просто поздравляю. Я считаю, что вы сделали совершенно правильно. Потому что в Москве, где много героев, да, где много кладбищ, где лежат действительно герои, может быть, такого внимания, то есть не может быть, а точно такого внимания бы не было. Вы знаете, слава богу, что в нашей стране появилось вообще кладбище для героев, потому что во всем мире есть аналог Арлингтонского кладбища, да, где ни за какие деньги никогда никого не похоронят, кроме героев, да. А герой может быть совершенно нищий, какой угодно, там вот герой Вьетнама, да, в Америке. Поэтому я очень рада, что такое кладбище появилось. Но, тем не менее, я считаю, что это правильное решение, что вы похоронили его здесь, потому что это его земля. И так люди к нему относятся здесь, тепло. И он будет всегда, он здесь находится, он с нами, я прямо чувствую. Понимаете, это для него, он вернулся на свою родину. И он вернулся домой. Да, он вернулся домой. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Спасибо, что согласились. Не приказали, тут выбора не было, да. Да. Она вообще хотелось бы, как вы себя здесь чувствуете? И как вам нравится ли, как здесь обустроено все? Да, замечательно. Во-первых, меня первый раз поразило. Я 10 лет назад, когда хоронили Николаева, приезжал сюда в составе делегации Центра подготовки космонавтов. Тогда мне уже шоршило. Так необычное село, но везде, как говорили земляки, везде чувствуется рука Николаева. То есть он принимал участие в обустройстве, музей создал и так далее.
А сейчас я вообще не узнаю. Мы когда подъехали сюда, мы сначала заходили вот отсюда, сейчас аллею сделали, здесь же был парк, ничего не было. И я помню, вот здесь выкопали могилу, прям тоже необычно было. Не на кладбище, а здесь. Оказывается, все по благословению и митрополита, и всех руководителей, администрации и так далее. И вот сейчас часовня. Я уже говорил, что я не помню, наверное, ни одного случая, чтобы над могилой космонавта стояла часовня. Мало того, над могилой просто современного человека, там выдающегося какого-то. Всех их Кремлевскую стену там или в крайнем случае где-нибудь на Новодевичьем кладбище. А чтобы часовня стояла, это не просто так, на все воля Божья. Поэтому я не знаю. А особенно мне нравятся люди, потому что они искренне относятся к памяти Николаева, именно искренне, вот общаясь с людьми, чувствуешь это, несмотря на короткое время посещения, все равно вот ощущение не исключительно остается после этого. Молодцы вы, молодцы чуваши, молодцы, Чувашская республика. И главное, что руководители поддерживают. Сам министр вот выступает, и смотрите, какие слова говорит хорошие. Если руководство к этому относится, я думаю, чтобы народу не мешали чтить память своего героя. Вот. И я все-таки думаю, что до тех пор, пока жива Россия, жива Чувашия, живы Чебоксары, будет жив и Николаев. Поэтому память о нем остается и продолжает быть. Молодцы. Еще раз. Вам спасибо. Спасибо огромное. Можно я вам пожму руку? Да. Космической энергией заряжусь. Я Прокопьев Василий Иванович. Родился в деревне Балабаш-Нурусово Батыревского района Чувашской республики в 1943 году. 1962 по 1967 год обучался в военном высшем инженерном училище. По окончании был направлен на космодром Байконур. С 1967 по 1990 год я был испытателем космодрома Байконур. Участвовал в запуске десятки космических кораблей. Я непосредственно был крупным специалистом по двигательным установкам космических аппаратов и разгонного блока. В результате участвовал на всех этапах подготовки космических аппаратов к полету. Участвовал с 1967 по 1975 год в запуске самой большой ракеты Советского Союза Н-1. По-военному он назывался 11А-52. Осуществили 4 запуска. Это программа полета человека на Луну. По программе полета человека на Луну. Значит, осуществили 4 запуска. И все 4 запуска были аварийными. В результате эта программа была закрыта. Давайте тогда по поводу сегодняшнего праздника. Как вы себя чувствуете, во-первых, на родной земле, а во-вторых, на земле, где родился и вырос Андриан Григорьевич? И какое у вас личное отношение, какие чувства к Андриану Григорьевичу? Хорошо. Я в 1962 году поступал в Высшее военное инженерное училище. Именно 11 августа был я в городе на Урале, где поступало училище. И по радио, по телевидению узнали, что наш земляк Николаев полетел в космос. И я от всей души, конечно, обрадовался, кричал, шумел. Всем говорил, что вот, ребята, слышите, мой земляк, чуваш на орбите. Я очень гордился Николаевым, мечтал, что когда-нибудь встречусь с ним, мечтал, что, может быть, буду участвовать в запуске его в космос. И в 1967 году я поехал на космодром Байконур. И вот на Байконуре уже видел Николаева, встречались, общались. Поэтому, конечно, и приехал на пенсию сюда, в городе Чебоксары. Здесь мы встречались на День космонавтики или когда он приезжал. Конечно, сейчас я активно участвую на николаевских чтениях, приезжаю сюда на музей космонавтики имени Николаева, молодежью проводим занятия, обучаем, рассказываем.
о тех мероприятиях, которые осуществляются при подготовке запуска космонавтов. Ну, нравится вам, как хранит память чувашский народ к своему герою-космонавту? Конечно, нравится. Мы сами участвуем. И здесь огромное внимание уделяется руководством нашей республики именно памяти Николаева, космонавтов. Мы гордимся им. И ветераны космодрома Байконур, у нас здесь и много и офицеры, и солдаты служили у нас на космодроме Байконур. Мы встречаемся и получаем удовольствие от того, что наш земляк не забывается, и гордимся его. Учим молодежи брать пример с нашего космонавта номер 3. Спасибо вам большое. Удачи, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо. Просто хотелось узнать, как вам здесь нравится, как устроено? Да вообще молодцы, конечно. То, что земляки Андрея Григорьевича Николаева хранят память о нем. Действительно, это великий человек, это великая двадцатка была, как мы говорим, которые нам прокладывали дорогу в космос, по которой мы сейчас шагаем. Она не стала, конечно, легче, такая же тяжелая, опасна, но вот благодаря им, первой двадцатке, мы знаем, что такое космос. И вам теперь уже легче намного? Ну, не то, что намного. Подготовка легче не стала, может быть, даже тяжелее, потому что техника усложняется. Сейчас станция летает, представьте, почти 400 тонн весом с футбольное поле. И на станции надо знать все системы, все работы, технические, научные и все так далее. Поэтому работы очень много и подготовка очень сложная. А вообще, вот, во время пребывания в Чувашии вам Ой, великолепная республика, да, великолепный народ вообще, такой климат, просто потрясающий климат, и мне здесь очень нравится, я здесь не первый раз, и я говорю спасибо большое, что вы храните историю об этом замечательном человеке, Андрея Григорьевича Николаева. Спасибо вам большое. Чувствуется, что вы тоже устали немножко. Не, нормально все. Очень хотелось бы узнать ваше мнение, как здесь устроено, как вам нравится здесь, как относится к космонавту в нашей республике? Ну, сегодня действительно историческое событие, не просто 55 лет полета, а день, когда преобразилась Чувашская республика. Именно с 11 августа 1962 года, когда не только Чуваши, не только Россия, не только Советский Союз, весь мир узнал, кто такой Андриан Григорьевич и откуда он родом. У меня добрая традиция, я сам урнарский, и когда приезжаю в Чебоксары по служебным делам, я обязательно приезжаю сюда, в село Шоршилы, обязательно цветы, обязательно поклон, потому что мы с ним работали. Он, когда ушел из Звездного городка, его назначили постоянным представителем Чувашской республики. И когда меня назначили на эту должность, полпреда, я обратился к нему, Андриан Григорьевич, как себя вести, как работать. Его единственные слова были сказаны, Анатолий, он меня Анатолием называл, работай чисто и честно. Вот это вот слова его просто потрясающие. Поэтому я благодарен судьбе, что с ним свела нас жизнь, что вместе работали. А в последнее время я вообще был его опекуном. Мы и в химчистку ездили, в прачечную ездили, белье меняли, новое получали, на квартиру. Был указ президента по тем временам. Он был у нас почетным полпредом. За ним кабинет был сохранен, за ним машина была сохранена. Да, и даже по тем временам 20 минимальных окладов была за него даже ставка, вот как почетного полпреда Чувашской республики. Поэтому для меня это место святое. И сделано, конечно, здесь на высшем уровне. Есть космонавт Леонов Алексей Архипович, он с характером человек, и он говорит: Анатолий, если бы у меня в Кузбассе, в Кемерово было вот что-то такое подобное, музей, я был бы самый счастливый человек. Поэтому восхищены все космонавты, но сами подумайте, из 121 космонавта 64 были в Чувашии, не просто в Чувашии, а в Шоршилах, на родине Андрея Григорьевича. Поэтому это человек-легенда, человек-фантастика, человек, которого сегодня, и я, когда обратился к космонавтам, приехал
приехать на это празднество. Практически все согласны были. Ну, кто-то служебными делами занят, кто-то еще. И я благодарен Игнатьеву Михаилу Васильевичу, который издал указ о праздновании этой даты не только по Чувашии, а везде, где проживают наши чуваши. Мы готовим вот торжественной в Москве, в Музее космонавтики. И все это, конечно, в честь и ради Андриана Григорьевича Николаева. Есть понятие притяжения Земли, есть понятие притяжения Шоршила. Вот так вот Шоршил. Шоршил — это здесь вот для меня вторая родина. Здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, как вам сегодняшний праздник? Ну, я как вот один из инициаторов этого праздника, да, организаторов этого праздника. Она, конечно, нам сначала было как-то тяжело, не верила, что вот так люди придут. А то, что приехали космонавты, наши гости, самые дорогие наши гости для нашего мемориального комплекса. Как вы видели, каждый приезд, они что-то оставляют у нас. Это значит, мы получаем какой-то импульс для дальнейшего развития. А как директор, мне это очень приятно, очень хорошо. И на это и мы работаем. Ну, очень хорошо все отзывались о мемориальном комплексе, который здесь устроен. Действительно, это не каждому космонавту, как говорится, не каждый космонавт заслужил такое, как наш Николаев. Сам человек, он тоже такой самый могучий человек, который как раз мы не можем по-другому работать, потому что он рядом. Вот как министр наш говорил, Константин Геннадьевич, он здесь, мы это чувствуем. Поэтому по-другому работать мы не можем. Вот. Людям же не скажешь, что и это не хватает, другое не хватает. У нас все хватает. У нас самое главное есть. Самый ценный – это человек Андриан Григорьевич Николаев, наш легендарный герой. Космонавт. Успехов вам в работе и развития вашего музея, мемориального комплекса. Поздравляем прежде всего с наградой заслуженной. Она действительно заслужена. Это было очень неожиданно, конечно. И который раз вы велопробег устраиваете в честь Андриана Григорьевича? Ну, это можно подсчитать за 14 лет, сколько раз мы могли сюда приехать. В какие-то годы мы приезжали сюда 2 раза, какие-то в 3. Вот последние 3 года 4 раза в год. Мы открываем тут сезон, велосипедный сезон, в апреле уже, когда снег лежит еще, да? Вот. И последний массовый у нас велопробег всегда в сентябре. В начале сентября на день рождения Андриана Николаева. Это место силы, нас заряжает. Те, кто один раз тут побывал, велосипедисты, они хотят сюда ехать и ехать всегда. И как только я бросаю клич, велопробег Шоршилы, желающих очень много. Но сегодня рабочий день был, 11 августа, сегодня чуть поменьше, но вообще-то где-то 60 человек у нас набралось. Сколько километров проделали пути? Мы 3 команды из разных точек стартовали. Из Мариинского Посада, из Новочебоксарска и Урмары. И если сложить это расстояние, получается 95 километров. Это количество часов, которое находился Андриан Николаев на орбите. Вот. А если мы еще прибавим 17 километров, которые должны проехать завтра, 12 августа, это в честь группового полета в космос, мы проводим велоночь, называется «К звездам». И поедем по городу Чебоксары, по памятным местам, которые связаны с именем Андриана Николаева. Вот. И должны проехать 17 километров, и в итоге получается количество витков вокруг Земли, которые совершили вот эти 2 космонавта великие, Андриан Николаев и Павел Попович. Вручить? Да. Давай. Примите тоже. Потом можно, да. Ждем активно. Да. Александр Павлович, Вынесите 10, вынесу всем гостям один. Александр Павлович, вы с сегодняшнего дня почетный член радиолюбителей. Остальные все садились. Юрий Валентинович, это ваше дело. Все садились. А я подержу, давай. У него есть. Давай, я подержу. Он лопату не умеет держать. Начальник центра подготовки космонавтов. Вырастет новый. Ну, давай. Расти березка, мала и велика. Мы его специально подготовили, они...
свое полил дерево? Я из деревни, но дачи нету. Коля, а ты свое полил? Знаю. Я ваши деревья в Жесказгане все время поливаю. Браво, и аплодисменты. Ваши ощущения, пожалуйста. Это дерево посажено вашим отцом. Подумай. Спасибо. Спасибо. Все, спасибо. Теперь будет знать. На праздник, посвященный 55-летию первого полета в космос летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Андриана Григорьевича Николаева, прибыли почетные гости. Председатель Государственного совета Чувашской Республики Валерий Николаевич Филимонов. Депутат Госсовета Чувашской Республики Елена Николаевна Николаева. Министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константин Геннадьевич Яковлев. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, дублер Николаева в первом полете в космос Борис Валентинович Волынов с супругой Тамарой Федоровной Волыновой. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Юрий Валентинович Ланчаков. Заместитель начальника научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Александр Павлович Павловский. Летчик-космонавт СССР, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Валерий Григорьевич Корзун. Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Николай Михайлович Бударин. Дочь летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Павла Романовича Поповича Наталья Павловна Березная. Советник полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации Анатолий Иванович Григорьев. Юрия Алексеевича Гагарина, это и Германа Титова, Андриана Николаева, Павла Поповича, это, конечно же, последующие космонавты Валерий Корзун, Юрия Валентиновича Ланчакова и наших земляков, конечно же, Николая Михайловича Бударина, Муса Манарова. Это та сила, которой мы гордимся. Открываем, да? Реально мы зайдем, почетные открыть ключи. Константин Геннадьевич, вы эту машину доверяете? Да. Ездит? Нет, был же номер. Это не первый, который появились. Номер московский, обещали, мы восстановим. Номер нужен. 90% сохранили все, что было при Андрея Григорьевиче. Он был того времени, вдруг свой вариант, восстановили все вот это самого внутри все сиденье перетянули, работает, разнохарактерно. Могу вам еще одну деталь сказать. Да. Значит, эти машины в 1969 году, после нашей стыковки, впервые получили первые. Значит, до нас были... А капот можно открыть? Пожалуйста, фотографируйте!
Уйдите, а то как тронется сейчас, не снимется, тронется. Борис Федорович, попробуйте завести. Задохнуться, здесь что люди? Тут Пожалуйста, снимайте телевидение. Здесь живой свидетель, водитель этой вот машины, которые вместе пригоняли. Он работал в правительственном гараже. Николай, назовись. Дмитриев. Вот Николай Дмитриев, и самые вместе они угнали эту машину. С Андреем. Пожалуйста, спросите, какое у него вообще это впечатление в машине почувствовал? Да он Борис Владимирович ездит по Волге. Да, да. Что была? Ваше впечатление вообще, как машина? Отличная машина, Да? особенно первые машины, они были прекрасные. На их осмотрели, почему Особенно из Кремлевского гаража. да, металл был лужен, Резерв-директор. и очень хорошо держал. Так что все в порядке. Это машина с резерва На директора. этой машине у меня был номер 014. Я 14 космонавт. На машине был. Да, сейчас мы идем Получал с министра МВД. Уже тоже больничная курья республиканский. Все, я понял, я не заметался. Так, пусть, пожалуйста, все космонавты тоже дойдут. Сейчас у нас это место мало будет. Пожалуйста, космонавты, сюда, Анатольевич, именно космонавт всех, кто вы гости. Почетных гостей сюда пока сейчас, в первую очередь. Да, здесь, здесь. Пожалуйста, почетных гостей. Да. Вот Андрей Григорьевич как раз к нему прибыл, можно сказать, самые близкие коллеги, друзья, которые вместе работали, слушали, да. Вот. Да. Владимир Григорьевич, как раз вот этот купол соединяет как раз космос. Вот. Именно Андрей всегда, он как бы передает эту энергию, силу всем, кто сюда приходит всегда. Нет, закрывать не надо. Закрывать не надо. Да. Мне букет туда, вперед, пожалуйста, можно туда, вперед, да, вот так, туда, да, впереди. Нет, там свечки есть, да, уважаемые друзья, если свечи поставить можете, да, вот, пожалуйста, да, раздайте. Передайте, пожалуйста. Да, я думаю, это будет тоже, да. Еще парочку, да, передайте. Да, еще. Когда он шел свадьба, за руку лицом, глаза светились.
пройдем. Нет, 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 нет. Общая фотография. На часовне, пожалуйста. Сюда левее, еще 5 шагов. Регламент выступления докладчика 7 минут. Уважаемые докладчики, прошу вас придерживаться данного регламента. Завершение круглого стола в 15:30. После мы приглашаем вас на торжественный концерт, приуроченный 55-летию полета летчика-космонавта Советского Союза Андриана Григорьевича Николаева в космос. Слово предоставляется Южанину Евгению Николаевичу, полковнику, председателю Комитета ветеранов космодрома Байконур, заместителю председателя Чувашской республиканской организации Российский союз ветеранов вооруженных сил. Регламент выступления 7 минут. Уважаемые товарищи, во-первых, решили еще раз поздравить всех вас, всех нас, всех и каждого с праздником, с успешным запуском именно двух космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4». Мне посчастливилось служить на Байконуре 31 год и участвовать практически в подготовке и запуске всех первых космонавтов. Гагарина, Титова, дважды Николаева и так далее. Да. Проходят годы, но старты первых космических кораблей и полетов, и образы первопроходцев, первых, значит, космонавтов, которые штурмовали космос, навечно останутся в благодарной памяти человечества. Товарищи, особое место в штурме космоса занимает первый групповой полет двух космических кораблей. Подчеркиваю, особое место. С этого именно эксперимента, с этого полета начинаются именно все дальние полеты последующих космонавтов. В чем дело, в чем суть? Поясню. Первый полет человека 12 апреля в космос. Один виток, практически Гагарин ничего не понял, воздействие космоса, воздействие невесомости на организм человека. Он практически это не ощутил. Там все было быстро, 90 минут. Второй полет, это полет Титова Германа Степановича, это в августе 1961 года, суточный полет. Как бы тоже практически на организм человека в общем не повлияло. Однако, значит, как сегодня тоже отмечали это, не все прошло гладко. Были отклонения в вестибулярном аппарате у него, расстройства. Ученых и конструкторов беспокоил один вопрос. А как быть дальше, когда пойдут суточные, многосуточные полеты? Что делать? Возможности, значит, космической техники, могут ли они обеспечить эти полеты? И особенно, конечно, это, значит, способность космонавта управлять космическим полетом. И ученым, и конструкторам предстояло как бы выяснить такой вопрос. То ли было воздействие космического полета на организм Германа Степановича Титова, то ли это именно так и должно быть, то ли, значит, что вот именно невесомость, а так может длительная невесомость, суточное воздействие на организм человека. Именно вот это как раз и нужно было выяснить. Дальше двигаться было нельзя. У Сергея Павловича Королева рождается идея запустить в космос, он сначала просил 3 космонавтов, наиболее подготовленных, 3, для того, чтобы конкретно на каждом было проследить влияние космоса на организм человека. Однако главком ВВС Вершинин запретил ему это делать и разрешил только запустить 2 космических корабля. И вот, значит, он, Сергей Павлович, предложил так: запускаем мы первый корабль, запускаем, ровно через сутки запускаем 2-й корабль, именно в тот момент, когда первый проходит над Байконуром, первый проходит одновременно, для того, чтобы потом они работали в непосредственной близости. И вот, собственно, эта идея многим не понравилась. По-разному многие ученые прореагировали на эту идею. Скептики говорили: еще рано.
не готовы космонавты, не готовы космические техники для таких полетов. Вот. Нужно, значит, еще, говорит, все это исследовать, все это обсудить. Однако соратники Сергея Павловича поддержали его, вышли с соответствующими письмами в Совет Министров, и постановлением правительства Советского Союза было разрешено провести эксперимент двумя космическими кораблями. Двумя. Ну, товарищи, я как участник тех событий хочу вам сказать, что да, было решение правительства проводить эксперимент, но по тем временам для того, чтобы его провести и с теми требованиями, которые, значит, были у Сергея Павловича Королева, с той точностью выведения, практически космодром не был готов. По каким причинам? Вычислительная и измерительная техника была, значит, поставлена на космодром в 1956 году, старая, то есть низкая точность, низкая надежность измерений. Я просто хочу внимательно к этому подойти, потому что об этом мало пишут, об этом мало говорят, но это была причина в этом. Далее, информация регистрировалась на бумажные носители, кинопленку, на фотопленку. Вот, это требовалось, информация доставлялась авто и авиатранспортом. То есть практически, когда мы запускали Гагарина, Титова, вот, то, конечно, там был один корабль, и обработка результатов, конечно, была очень-очень длительное время, но вот в этом эксперименте, как требовал Сергей Павлович, это, конечно, было так действовать нельзя. Поэтому именно для того, чтобы успешно провести этот эксперимент, нужно было разработать и развернуть на всей территории Советского Союза автоматизированный измерительный комплекс. Нужна была новейшая вычислительная машина. У нас тогда была вычислительная машина Урал-1 с быстродействием 100 операций в секунду, одноадресная, вот здесь сидящие и президиумные, и в зале примерно понимает, вот 100 операций в секунду, одноадресная, информация регистрировалась на кинопленку. Конечно, это первобытный век, первобытовщина история 18 век, и дальше двигаться нельзя. Поэтому для того, чтобы проводить эксперимент, нужно было подготовить две пусковые установки, разработать такой комплекс, такие радиодальномеры, позволяющие с надежной точностью, получать высокоточные измерения. И, самое главное, автоматически, чтобы был автоматический съем и направлять в линию связи и по каналам связи, тогда был телеграфный канал связи, направлять в вычислительный центр полигона. Вот такие были требования. И было специальное постановление правительства Советского Союза, это, значит, в мае 1959 года, и началась, битва за то, чтобы претворить в жизнь вот эти решения и требования Сергея Павловича Королева. Я вам скажу, что да, действительно, была разработана новейшая, по тому времени, подчеркиваю, была новейшая разработана вычислительная машина, Урал, то есть, прошу прощения, 82, с быстродействием 10 тысяч операций в секунду. Там было 100. Далее был разработан новейший автоматизированный комплекс, станции там, радиодальномеры, оптические средства, вот, которые, значит, позволяли уже автоматически отработать, значит, данный пуск. И в декабре 1961 года мы были готовы для проведения работ именно по первому круговому полету. Что мы сделали? Поэтому 1962 год, значит, 11 августа 1962 года мы запустили два космических корабля, сначала «Восток-3», через сутки «Восток-4», и решили практически все задачи, которые были возложены на полигонный измерительный комплекс и персонал, который, значит, проводил эти работы. Конечно, и космонавты поработали для того, чтобы с честью выполнить все поставленные задачи. Жаль, мало времени, я вам, конечно, более интересно много, все это. Спасибо за внимание. И тем более второй полет с марсианом, вы знаете, 18 суток. Они же практически не могли стоять на ногах, когда вернулись, не могли стоять. Это тоже был эксперимент. Техника еще не такая была, как сегодня. Это сегодня уже и там дорожки, велодорожки, и другая совершенно техника. Но еще в чем величие Андрея Николаева? Вот
я всегда думал об этом. Почему чувашский народ так любит своего героя, своего сына? Почему так? Но не только же потому, что дважды побывал в космосе, не только потому, что он дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Нет. Ребята, особенно я к вам обращаюсь. Андрей Григорьевич был еще замечательный человек. Он был просто хороший человек. Понимаете? Вот. Никакой высокомерия никакого в нем не было. Он со всеми разговаривал по-человечески, ко всем относился уважительно. И еще величие Андрея Николаевича в том, что он никогда не забывал, откуда он родом, где он родился, никогда не прервал связь со своей родиной Чувашией. И, конечно же, написаны поэмы, стихотворения об Андриане еще будут написаны, я об этом уверен абсолютно, и я тоже писал, и буду писать об этом человеке. Нам повезло, чувашскому народу повезло, что у нас есть свой космонавт, великий сын чувашского народа Андриан Григорьевич Николаев. Игорь Телейлюхалов, Ирина Андриана Тура Язывана, Клейвовиденча, Иван Яковлевич Яковлев Аязабанбек, Бер Михайлова, честь Мишине, Константин Иванов Аязабанбек, Андриан Николаева, Ирина Тура Язывана, Игорь Телейлюхалов. Представляется Зумину Валерию Ивановичу, народному академику, действительному члену Чувашской народной академии, заслуженному экономисту и почетному ветерану Чувашской республики. Вам слово. Уважаемые участники круглого стола, вспоминая вот этот солнечный день, как уже было сказано, 11 августа, очень многое можно говорить, но я попробую покороче сказать, что тогда, 11 августа 1962 года, мне было 17 лет, а сейчас уже 72. Полетел Гагарин до него, еще Титов. Я их хорошо помню, подвиги наших космонавтов. Я тогда был старшеклассником, 9-10 класс, и тогда 11 классов еще не было. Еще всю жизнь хотел быть авиатором, космонавтом. Ну, правда, пришлось мне служить в авиации, поступать в летное училище Армавирское. Но пришлось это дело все-таки не удалось у меня. Вот. Вспоминая нашего знаменитого земляка Андрея Григорьевича, хочу сказать сразу, что здесь я его с ним встречался летом чаем, балетом, пожал ему руку, он всегда говорил на чувашском, на владимирском языке, он всегда там действительно другой, приятельно при всех этих дважды и так далее. Ну, вот такой вспомнил. Я думаю, меня со мной согласны, что вот чуваши у нас уже этим особо не хвастаются. Они скромные, трудолюбивые. Андрей Григорьевич таким и был, и остается в нашей памяти на долгие-долгие годы. Ибо его имя, как ученого летчика, и как ученого, он кандидат технических наук. Он выполнил широкую программу космических, исследовательских, медико-биологических экспериментов и так далее, и так далее. Я горжусь вместе с вами, что на земле Чувашской сегодня, согласно указу главы Игнатия Михаила Васильевича, вот уже отмечаем, такое торжество происходит. Вот. Это известно, приехали мы со всех районов, я из Батовской земли. Дело в том, что космос – это дело уже будущего. Земля, у Земли очень много стало проблем. И эти проблемы вряд ли мы решим без исследования и освоения космоса. Вряд ли решим. Я поэтому на старости лет занялся космической философией и издал вот такую книгу «Антропогеогелия космизм Славлина». Ну, я несколько, может быть, тут и применяю элементы мистики, и так далее, но однако и на метафизику опираюсь, но однако хочу сказать, что без космоса нам Земли дела успешно вряд ли мы решим. Вот. Поэтому Андрей Григорьевич, он как первопроходец, меня окрылил. Я могу признаться, что я тоже как в детстве
и прыгал с крыши дома несколько раз, чуть не сломал ноги. У меня два брата летчики, военные, гражданские, Шулины летчики. Один Федор Кириллович Штерлин. Он полковник, командир полка дальней авиации, он говорит, вот попросил передать Леону, господину Леону привет, мы сейчас в Новочебоксарске, от Малеи. Они друзья, он приезжал в Кременчугское летное училище, там, а он был, мой Шулин, Леонид Федор Кириллович, он там был, значит, заместитель командира полка полетных и так далее. Когда они друзья, он там, приезжайте, я вот на старости лет, помимо того, что открыл у себя на Батовской земле музей, архив, музей интеллектуального чтения, для смотрящих земли на Вселенную. Вот. И это там достойное место занимает материалы по нашему земляке Андриане Григорьевиче Николаевне. Мусамана, Николай Бударин. Николай Бударин я Наталье Ивановне подарил сегодня эту книгу свою. Ну, что хочу сказать. Я горжусь, что я чуваш, никогда не размер будущей в армии. Да где? Обучаюсь в вузах, в Москве, в аспирантуре. Ездит. Дело в том, что чуваш это звучит как куда погодить, Валерий Владимирович, куда погодить, да, чувашская земля. И вот уже переходя на чувашский язык пошел, да, мы, друзья, я вот вижу лично после Василия Ивановича Чапаева, героя нашего, да, вижу действительно именно нашего скромного Андриана Григорьевича Николаева. Пусть его имя, конечно, написано золотыми буквами, я думаю, поддерживаю прямую связь сейчас с Шошинским музеем космонавтики. Собираюсь открыть у себя уже материал созданный, вот еще здесь прибавляется. Олег Иванович знает, он участвовал у меня на это открытие архива музея интеллектуальных чтений. Приезжайте на Батовскую землю. Администрация Анатолия Васильевича Селиванова Батовского поддерживает меня, сельское поселение поддерживаю. Я как инициативный человек, вот у себя такой интересный музей, архив, посвященный Жоржскому музею космонавтики, чтобы ребята заболели авиацией, это Евгений Иван Николаевич, чтобы космонавтикой, я же говорю, без космоса нам не прожить. С праздником вас, друзья! Спасибо за внимание. Приезжайте в мой наш архив-музей. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Ильину Евгению Васильевичу, кандидату педагогических наук, доценту Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я благодарю Институт культуры за организацию такого важного мероприятия сегодня, потому что с утра такой праздник. Мы немножко чуть-чуть опоздали, значит, я извиняюсь перед организаторами, потому что в Шуршилах было такое грандиозное мероприятие, было очень большое количество звезд, значит, звезд космоса, вот, поэтому от этого мероприятия отрываться невозможно было. Вот, мероприятие продолжается, поэтому то, что делали организаторы конференции, я считаю, это очень большой вклад в наше общее дело. Почему? Потому что 55 лет для истории это очень мало. Нам очень хочется, поскольку я преподаватель, я обычно обращаюсь и говорю слова для молодежи. Вот. Тут есть люди постарше меня, значит, я себя самым старшим считал, значит, но тем не менее мне очень приятно здесь побыть. Уважаемые, меня пригласили сюда, чтобы высказаться, значит, о том, видел я Андриана Григорьевича, общался с ним. Ну вот на протяжении 4,5 лет я работал 4,5 года первым секретарем Маринского посадского райкома комсомола. Вот Олег Цыпленков, мой коллега, он знает меня, мы вместе были, коллегами были, поэтому он не даст мне соврать. Вот, соответственно, была такая практика. Все делегации, которые приезжали в республику по линии партийных, советских, комсомольских органов, они обязательно заезжали в музей космонавтики, и, соответственно, мы очень этому рады, с одной стороны, и с другой стороны, это очень ответственное дело. Соответственно, я вместе с
гидами этого музея, изучал биографию Николаева, потому что до этого момента я о нем слышал только, потому что к моменту его полета, это 1962 год, я окончил первый класс. Первый класс, помню, сейчас мы работали в поле, сеяли, пахали взрослые, мы им немного помогали. Соответственно, тогда работали очень сильно агитаторы. И они в тот же момент прибежали в поле, собрали людей, значит, и известили такую приятную новость. Значит, соответственно, мы не знали тогда, что такое космос, в чем заключается геройство. Вот, и наши преподаватели, учителя старались до нас это доводить, мы это впитывали. Поэтому я очень хотел, чтобы сегодняшняя конференция дала толчок памяти наших молодых людей, значит, и подобные мероприятия они проводили в своей дальнейшей жизни. Вот это первое. Второе. Я уже говорил по комсомолу, но вы знаете, комсомол любил и умел проводить мероприятия. На областных конференциях Андриан Григорьевич Николаев был желанным гостем. Ну, вот я принес сюда фотографию, где мы, первый секретарь райкомов комсомола, значит, снимались вместе с этим, и потом, приезжая в Марпасад, я собирал своих молодых комсомольцев, значит, рассказывал им, вот, и, соответственно, они задавали очень много вопросов. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим наших выступающих за очень интересные, очень подробные доклады. Мы немного ограничены во времени, но все же я предлагаю перейти к обсуждению, к обмену мнениями и прошу желающих высказаться, подойти к микрофонам стойкам. Пожалуйста, и желающие. Да, я скажу. Стойки, да? Где микрофон? Пожалуйста. Олег Михайлович Цыпленков. Тоже попросил слова, так как тоже имел огромное счастье быть близким знакомым, общаться с Андреем Григорьевичем Николаевым. Дело происходило следующим образом. В 1992 году, по-моему, если я не ошибаюсь, я был членом Бюро Центрального комитета Российского союза молодежи, бывшего комсомола. И наша организация, Российский союз молодежи, вместе с блоком Ивана Рыбкина, во время председателя Государственной Думы России, вступил в предвыборную кампанию. А Андриан Григорьевич в то время возглавлял исполком или рабочий штаб Государственной Думы России. И Иван Петрович Рыбкин попросил его баллотироваться в Государственную Думу России от Чувашской Республики. А Андриан Григорьевич Николаев, соответственно, так как одним из партнеров блока являлся Российский союз молодежи, попросил меня, он позвонил, сказал: Олег, есть предложение тебе. Я очень прошу, чтобы ты согласился. Я говорю, какое предложение? Вот у нас Андрей Григорьевич Николаев, вы знаете, вы спрашиваете, я не знаю. Вот он просит, чтобы его партнером из республики был молодой, ну, вот, человек, который знает республику, знает кадры. Ты согласен быть вторым в списке после Андриана Григорьевича Николаева? Вот. Я потерял дар речи. Не знаю как, я сказал, конечно, что согласен. Я даже не думал, что такое предложение будет. И вот, когда уже Андриан Григорьевич Николаев приехал в Чебоксары, я еще ждал приглашения. Думал, пригласят меня, а самому было неудобно. Как я пойду к нему и зайду. А вечером звонит опять Слава Лощинский, девочка, говорит: ты где бродишь, Андриан Григорьевич тебя ждет? Я говорю, ну, наверное, к нему не упускают. Да нет, он в гостинице ждет тебя, иди прямо сейчас. Захожу в гостиницу, поднимаюсь, стучу. Кара, что вас сказал? Андриан Григорьевич Николаев. Я не верю своим глазам, он представился. Вот и мы начали как бы предвыборную кампанию. Что я могу сказать? Мои впечатления. Конечно, я боготворил. Естественно, мои суждения не могут быть объективными, они субъективные. Валерий правильно сказал, это был настоящий чуваш, Чанчан чуваш. Мухтар Джакмар, Нишандал Кугуршакамар, Пидижанбек, Тирбей Бенгалазец. Делана Германа Чувашна. Как мы с ним разговаривали, он меня просил. Говори, Калашман Чувашна, на Чувашна Галазецкий. Практика на собрал. Палах, сюда же завели с избирателями разговаривал на русском языке и на чувашском тоже.
чувашском языке. Вот я вспомнил случай, когда он рассказал про первый свой полет. Мы едем до Бакинова, да? Я допытываюсь у него, и то хочется узнать, и то хочется узнать. А он, наоборот, у меня: Олег, расскажи мне про чувашскую религию. Олег, мне расскажи про болгар, про биляр, про киремить. Я сколько мог ему рассказывал, а он удивлялся: а я понимаю, тебя приместил. Космос Рагуна, Ленджуклеман, Жакля пельмени, Малазабарка, она коллеги земля забыла. Я даже ему несколько книг отправил по почте по его просьбе. Вот случай он рассказал, что когда его запускали первый раз в космос, я, говорит, знал, что первым полетит, конечно, русский, потому что, ну, так уж. Но я думал, говорит, буду, наверное, пятым, может быть. А так, по всем параметрам, я никому не уступал и даже опережал. Надо сказать, что он очень обожал и любил и Гагарина, и Титова, и всех своих звездных братьев. Всех он обожал и всех любил. И обо всех говорил с такой теплотой голоса. Ну, говорит, когда сказали, что третьим, значит, полечу я, значит, я, говорит, был готов, не ожидал этого. Но тут, говорит, разгорелся спор между Королевым и врачами. Врачи хотели сперва на 3 сутки. Значит, даже на 2 сутки. А Королев поставил на 4. Не разрешали. Значит, какая была формулировка, если я, может, ошибаюсь, что полет рассчитан, планируется на 3 сутки с возможностью прервания полета на 2 сутки. А Королев настаивал: давайте мы когда сделаем полет рассчитан на 3 сутки с возможностью продления на 4 сутки. Вот опять спор разгорелся, и мы решили пригласить и спросить космонавта, то есть Андрея Григорьевича. И когда, говорит, меня спросили, я посмотрел на Королева, сразу, говорит, понял, что я должен. Я сказал: да, я согласен с возможностью продления на 4 сутки. Значит, 4 сутки же продлится, да, первый полет, если я не ошибаюсь. И вот когда уже на 3 сутки, когда у него спросили, как вы себя чувствуете, есть ли возможность продления, я, говорит, несмотря на все свое состояние, сказал: да, я готов продолжить полет и готов на 4 сутки. Что касается приветствия Жени, который сказал, я у него тоже спрашиваю, потому что как-то разгорелся спор, не помню, Валерий помнит, наверное, что были стихи, что Андрея Григорьевич, что и в космосе звучат чувашские слова. Вот был спор, да, они звучали там на чувашском языке слова, теперь это был спор. Я спросил у него, вот, вообще-то мы разговаривали на чувашском языке один на один. Ну, он пел, конечно, песню, он сказал, что он песню пел. А также он сказал: когда мы пролетали, Чувашия вдалеке была, пошли за горизонт, вокруг видно было. И я каждый раз говорил: салам, чувашцы. Тут он сказал, что всему чувашскому народу, но, видимо, в то время была такая обстановка, что нельзя было по-другому говорить, советский народ. А вот он мне тогда сказал, я говорил: салам, чувашцы. Каждый год, как ты пролетал, я каждый раз говорил: салам, чувашцы. Вот, любим память. Олег Михайлович, мы ограничены, к сожалению. Спасибо, я могу долго говорить. Очень интересно, да, очень интересно. Вот такие подробности я у него запомнил. Спасибо. И приглашаем вас на торжественный концерт, приуроченный к 55-летию полета летчика-космонавта Советского Союза Андреяна Григорьевича Николаева. Величина Николаева. Что это для чувашского народа? И что обсуждали за круглым столом? Я очень рад, что 55-летний юбилей или знаменательная дата, связанная с первым полетом великого сына чувашского народа Андрея Григорьевича Николаева в космос, в республике не остался незамеченным, что проводятся мероприятия как в Шоршалах, так и в Чебоксарах, так и в других районах нашей республики. Действительно, это событие было огромным для всей цивилизации, можно и так говорить, для Советского Союза и, конечно же, для чувашского народа.
Для чувашского народа этот полет был как бы событием, который позволил более развивать национальное самосознание. Чуваши больше себя начали ценить, уважать. Хотя те времена, если мы вспомним, 62-й год, это как раз время воинствующего коммунизма, так сказать, игнорирование практически родных языков в Советском Союзе, потому что тогда коммунистическая партия обещала построить в ближайшее время коммунизм, а коммунизм означал это один единый язык для всех. И один народ советский. Да, и один народ, советский народ. Там не до развития национальных культур было, не до развития национального самосознания было. И вот полет Андриана, он столько дал чувашскому миру, духу чувашскому, что вот мы до сих пор, мне кажется, еще по достоинству это не оценили. И не только чувашскому народу, не только на чувашском народе это все сказалось, на самочувствии чувашского народа, но и других народов Советского Союза. Потому что я, как сегодня уже говорил, народы, проживающие в СССР, поняли, у них тоже есть шанс отправить своего сына или свою дочь в космос, тем самым прославиться. Об этом мне говорят мои друзья, и калмыки, и якуты, и дагестанцы, и кабардинцы, и балкарцы, и татары те же самые. Если честно, то нам и завидовали нам, это же точно, это все было. Вот. И мне кажется, народ наш всегда в долгу перед образом, перед именем Андриана Николаева, и он это прекрасно понимает. Это была взаимная любовь. Андриан очень любил свой родной народ, и его родной чувашский народ очень и очень любил своего великого сына. Это была взаимная любовь. Я своими глазами это очень часто видел, когда приходилось сопровождать Андриана Николаева. Это была искренняя любовь, огромное уважение, огромная благодарность за этот подвиг, за прославление родного края. И мне кажется, в этом плане Андриан Николаев один из счастливейших сыновей чувашского народа. Михалуков Николай Алексеевич. Батыревский район, уроженец. Село Первомайское. Я механик заправочный оборудованный, носителя... Ракет-носителей аппаратов. Ага, без очков не вижу. Носителя аппаратов. Вот это наше отделение заправщиков. Вот это отделение заправщиков. Все мы там, если так подумать, надышались компонентами топлива досыта. Уж, наверное. Досыта. И принимали участие в запуску. Вот сейчас я взял военный билет с собой. У меня расписались Волынов, Борис Волынов, которых я запускал. А мы сейчас покажем вот такое еще, да? Да. Это... Знаком, конечно, заправщик, но не на нашей площадке он, другой. Ну так что, вы заправляли... Космические корабли, имел участие в запуске космических кораблей с людьми, да и вообще. И для телевидения, для всего. Не только космические корабли мы людьми запускали. Для фильмов, наверное. Для фильмов. Назначение у нас было громадное назначение. Ну что ж, для вас сегодня праздник, мы вас поздравляем от души. Здоровья вам на долгие годы. Большой праздник. Для нас, тем более, сокола нашего, Андриана Николая, я не знаю. Вот у нас и там отметили мы в Шоршилах, там мероприятие прошло. Вы там тоже были? Были, да. Всего хорошего. Спасибо.
Тамара Федоровна, нам, пожалуйста, несколько слов в камеру скажите, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Сейчас. Сумочку можно возьмем? А вот коцелек. Ей. Сохранность обеспечите, пожалуйста. Надеюсь, сохранность. Володя Хамуров и Кирилл. Улыбочки. Я волнуюсь. О впечатлениях от сегодняшнего дня. И вы ведь еще фолиант написали по Вы знаете, впечатление сегодняшнего дня, вы знаете, самое радужное. Во-первых, если нельзя сказать, что это как есть высокая справедливость, что наш Андриян лежит на своей родине в таких вот прекрасных, совершенно природных условиях и окруженный вниманием. У нас с Андрияном была большая дружба. Последние годы он очень часто у нас бывал дома. Вот. И, в общем, человек он, вот из всех 20, которых отобрали в первый отряд космонавтов, вы знаете, он был вот выдающийся по своим человеческим качествам. Человек вот действительно самой высокой пробы. Настоящий друг, на которого всегда можно положиться. Если он что-то говорил, его оценка была самой правильной. И, конечно, мы всегда желали ему счастья, потому что мы жили тогда всей семьей, все жили вместе. Мы не расставались, тогда был выходной день только воскресный. Мы обязательно, все 40 человек, то есть нас 20 космонавтов и эти семьи. Ребят мы своих мужей, мы их не видели, но мы знали, что это надо. Надо, значит, надо. И вообще, конечно, я считаю себя счастливым человеком, поскольку мне довелось в жизни знать такую когорту именно, первый отряд. Это ребята, которые были и навсегда остались первыми. И, так сказать, мы приехали сюда, чтобы разделить радость, что на этой земле родился такой прекрасный человек. И поклониться памяти матери, которая воспитала такого прекрасного сына. Вирдать весь старий гір зароза, ща волшивий югай, юрлаза. Компельменши, паян шуржила, хизеплик перебиршак яла. Кунда пирен таван, Андриян, курна щуда денчей хималдан. Волшаклере щоржива чесне, бол ямаре чолажен ятне. Яче ун, щолдар шудалса, ялдар, шишсе ялгашса. Быретеп өмірден өміре, тара бире, сүнімей чірере. Слушла тетленет, Андриян, выгожу, вижекащий ворман, калажат хоть бехой парбачень, каймастяса ача зенчен. Она слышареке речень, пехилене чундан черерень. Саным бурделею амюрген, ангорани гыжан да ишрень. Ан писесе ачам черзывран, ан путла порынма халахран. Тована слыша плагаланы, оз парза, пилезе хварны, а за кильчиш жолда капланза. Шамракшин чериме халбарза.
уважаемые участники торжественного вечера, посвященного 55-летию первого в мире многосуточного группового полета двух космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемых летчиками-космонавтами Андрианом Григорьевичем Николаевым и Павлом Романовичем Поповичем. 11 августа 1962 года на орбиту спутника Земли был выведен космический корабль «Восток». Его пилотировал летчик-космонавт Андриан Николаев, замечательный сын чувашского народа. А 12 августа стартовал его звездный брат Павел Попович. Ваш земляк совершил самый первый в истории космонавтики длительный полет продолжительностью 3 суток, 22 часа, 22 минуты. У чувашей есть хорошая пословица: за добрым конем напьется 1000 коней. Покоривший бескрайнее небо крестьянский парень из села Шашелы проложил дорогу в космос для своих младших звездных братьев из Чувашии Мусы Манарова и Николая Бударина. Приходя в Шашельский мемориальный комплекс на родине первого чувашского космонавта, тысячи мальчишек и девчонок, вдохновленные примером Андриана, мечтают о покорении неизведанных вершин. Более 60 летчиков-космонавтов уже посетили ваш замечательный музей в селе Шаршело. Любовь и уважение к Андриану Николаеву безграничны. Память о нем навсегда останется в сердцах всех представителей чувашского народа и всех космонавтов. Поздравляем вас и всех жителей Чувашии с 55-летием полета в космос вашего земляка Андриана Николаева и его друга Павла Поповича. Желаем космического здоровья, счастья, благополучия и новых свершений для процветания замечательной космической Чувашской республики. Космонавты Роскосмоса, экипаж 52-й экспедиции на Международной космической станции Федор Юрчихин И Сергей Рязанский.
родной Андреян, это я говорю с тобой, твоя мама. Ты сейчас от нас далеко-далеко. Ты уже 3 суток пути. И все эти дни я сердцем с тобой, родной мой. А тебе, о твоем друге Павле, думаю, не только я, а все люди. Я знаю, сын мой, ты все сделаешь как надо, все выполнишь до конца. Материнский поклон тебе, сынок. Поклоны тебе, Павел Романович, дети мои. Как хочется скорее обнять вас. До скорой встречи, родные.
Ырыкаш булдыр Езепле ендерсем дада Чуваш Республикин хаклы ханызем. Паян Андриан Григорьевич Николаев тенже ушлыхне пірремеш ход вешнеренбе аллы билік шыл жетірі. Выл августын вун бір мүшечен бұшлаза, вун билігі мүшечен. Шыр давра ут мылдвады худ шаврынна. Космонавтика историинче эдем пірремеш худ. Темеже кон хуши тенже ушлыгенче бурынна. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые жители и гости столицы Чувашской Республики. Ровно 55 лет назад дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации Андриан Григорьевич Николаев совершил свой первый полет. Космонавт номер 3 является первым, кто работал на орбите без скафандра. Первый, кто участвовал в военном эксперименте в космосе. Сына жене Чуваш Республики Бушлыхне Михаил Васильевич Игнатьев Хаджимиттер. Гаш Хизепле Шиннамарзе, Перень Хакла Ханазем, Совет Союз Геройзем, Россия Федерации Геройзем, Андриан Григорьевич Юлдашезем, Перень Бада Паян Кильзе, Терле, Тесле, Вайла, мероприятие Зенже Худшанза, Тада Перень Паянки Уява Пуян Латреш, Пызык Латреш, Нумай Шинзем, Вазембе Тельбулза, Хайзен, Чун Черине, Шулежая Шеклеме Булдаржев. Шавнашкалах Пирин Ажазем, Шкулачиземде, Садиге Шуреген Ажаземде, Вазембе Калашса, Вазембе Худшанза, Хайзен Черизене Хускаца, Каманда Булзан летчик Пуласкизигает, Каманда Булзасын генерал Буласкизигает, Каманда Булзасын Россия Федерацияне Кирлиде Пархадарлы Шин Булашын. Шаманбада Сиреп Пурнеде Паянхивуна Пирень Андриан Григорьевич Николаев, Вишимеш Космонавт, Вунбрамеш Августра, Космоза Весе Кайна Ятпа, Космоза Парындарны Ятпа Саламбладов, Ырлых Сыллых, Гунчу, Юраду Зунада, Уя тебе Сиреп Пурнеде. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие наши гости. Я рад приветствовать всех вас на торжественном мероприятии, приуроченному 55-летию полета в космос нашего Андриана, легендарного великого сына народа Чувашии, который полетел 11 августа в космос, поднял народ Чувашии, чувашский народ на мировой уровень. Это очень значимо для нас, и этот день вписан в историю космоса, покорения Вселенной, золотыми страницами в историю и мира, и Советского Союза, и народа Чувашии. Я в особенности хочу выразить слова благодарности друзьям Андриана Григорьевича, которые на самом деле вместе воспитывались, вместе закалялись, набирали характер, набирали мужество, набирали выдержку и как одна семья жили в мире и согласии, помогая друг другу, и каждый ожидал, когда же наступит тот день, когда они полетят в космос. Я прошу вот 4 героев и Советского Союза, и героев России приподняться. Давайте мы бурными аплодисментами поприветствуем. Борис Валентинович, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт. Остальные сейчас будут озвучены. Наш друг Николай Михайлович Бударин, герой Российской Федерации.
Валерий Григорьевич, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт СССР. Это же здорово практически, то, что они нашли время и приехали к нам. Ну и здесь близкие родственники других космонавтов, которые на самом деле тоже приехали. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле, сегодня очень много мероприятий прошли по республике. Это очень значимо для всех нас. Это огромное значение имеет воспитание наших детей, пробуждение патриотических чувств, хотя мы многое делаем. Но когда приезжают друзья Андриана Григорьевича Николаева, нашего Андриана, конечно, это другая аура, это другие отношения, когда дети смотрят в их глаза, когда эти космонавты, эти герои зажигают сердца наших детей, конечно, это неоценимо, это практически бесценно. Вот эти встречи дают вообще синергетический эффект в военно-патриотическом воспитании. То, что дети по-другому начинают смотреть на жизнь, они по-другому начинают общаться со своими друзьями, своими родителями, и к учебе по-другому будут смотреть. Почему я так говорю? Потому что Андриан Григорьевич любил трудиться. Хотя вырос в тяжелый период времени, ходил пешком десятки километров, но всегда он делал свое дело с честью, с чистыми помыслами, с любовью к любому делу, когда ему поручали даже молодые годы, когда был школьником, когда был студентом, и всегда он доверие оправдывал, никогда не обманывал, был честным человеком, мужественным человеком, храбрым человеком. И когда он смотрел в небо, когда сам рассказывал, я тоже, когда был школьником, приезжал он, столько народу собиралось. Когда он приезжал, вообще он, с одной стороны, отдыхал, отходил от всех тех нагрузок, но с другой стороны, он всегда разряжался и получал очень много положительных эмоций. И то, что он встречался, много сегодня, конечно, юношей и девушек хотели бы быть, как он, но Андриан Григорьевич – это штучная личность. Не каждый может быть космонавтом, не каждый может выдержать просто такую нагрузку. И вот, когда он делал с любовью свое дело, с честью и достоинством выполнял любые приказы, любые поручения, которые ему давали, конечно, это дорогого стоило и стоит для нас. И по сути мы продолжаем его начинания. Сегодня перед гостями я хочу доложить, у нас очень сильно развивается, мощно развивается отряд юных космонавтов. Мы в течение года несколько мероприятий проводим, приуроченных вообще к космосу, Вселенной. Люди сейчас в интернете, они по-другому скачивают информацию, но наша задача говорить правду этим молодым гражданам России, чтобы они, пробуждая свои патриотические чувства, любили свою землю, любили своих родителей, бабушек и дедушек, любили своих воспитателей и учителей. И практически от этой любви, от этих отношений всегда у людей пробуждаются другие чувства. И во-вторых, я хочу сказать, я уже говорил, еще раз хочу подчеркнуть, наша задача, чтобы эти молодые граждане Российской Федерации, наши детишки, обнимали своих родителей и говорили: «Я люблю тебя, папа, я люблю тебя, мама, я люблю, бабуля, вас, я люблю, дедуля, вас». Вот это очень дорого стоит, хотя мы живем в открытом мире, и отдельные моменты, конечно, негативно влияют, но мы должны работать еще лучше для того, чтобы вот эта стабильная ситуация под чутким руководством нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы только улучшали качество отношений людей, мы только приумножали стабильную ситуацию и
качества в отношениях людей, чтобы люди жили в мире и согласии, любили друг друга. От патриотических чувств кто-то станет адмиралом, кто-то генералом, кто-то летчиком, кто-то просто станет хорошим сварщиком, станкостроителем, машиностроителем, хорошим сельхозтоваропроизводителем. Я огромные слова еще раз хочу выразить нашим дорогим гостям, всем родителям, всем воспитателям за то, что вы на самом деле делаете очень много. Несете огромную ответственность в воспитании и обучении детей. Будущее строил Андриан Григорьевич, будущее строили наши дорогие гости, летчики-космонавты, и мы обязаны строить будущее России, будущее Чувашии. Хочется пожелать вам благополучия, чтобы вы от добрых отношений, от доброжелательного отношения друг к другу зажигали сердца, чтобы эти отношения давали всегда синергетический эффект в любви и уважительному отношению друг к другу. Это очень значимо для нас, для всех в общей совместной деятельности. Желаю благополучия, многое-многое лета, долголетия и благоденствия. С праздником, дорогие друзья! А сейчас начинаем торжественную церемонию награждения за заслуги перед Чувашской Республикой и активную общественную деятельность. Орденом за заслуги перед Чувашской Республикой награждается Анатолий Иванович Григорьев, советник полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации, вице-президент Федеральной национально-культурной автономии Чувашии России. Спасибо. Очень символично, что сегодня, в день празднования 55-летия полета в космос Андриана Григорьевича Николаева, мне вручена эта награда, потому что, уйдя из звездного городка с должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, Андриан Григорьевич стал полномочным представителем Чувашской Республики в городе Москве, должность, которую принял потом я. И он мне в качестве наставника, отца, воспитателя говорил: Анатолий, главное в работе, работай честно и чисто. Я человек военный, поэтому служу и буду служить своей великой России и моей малой родине Чувашии. Честь имею. За вклад в развитие культуры благодарность главы Чувашской Республики объявлена Семенову Михаилу Николаевичу, заведующему научным отделом бюджетного учреждения Чувашской Республики мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева. Честно скажу, мне в жизни
как-то повезло. Я всегда цель ставлю. Первая цель была технику закончить. А в то время я пахал. Пригодился женщине Лидии, она сейчас не здесь, в другом городе живет. Зачем ты технику идешь? Здесь ты килограмм хлеб получаешь за работу. А там, говорит, технику голодным будешь. А моя мама, Анна Алексеевна, она умная женщина, жизнь прошла. И говорит, иди учиться. Килограмм хлеба всегда можем мы достать. Вот что значит разумная мать. И вот мы стали вместе быть летчиком. Почему? Потому что в лесу идешь, самолет пролетает, как хорошо им там не ходить по лесу, летать, хорошо. И пошел летчик. А дальше космонавты. Один раз летал, и второй раз. Первый полет, он очень интересный был. Вот так получается. Я немножко расскажу, хорошо? Вот там восток 1, 2, 3, там сутками летали, сейчас месяцами летают. Дело-то в том, что именно мы проложили дорогу всевозможным космонавтам. Самое главное, интересно для меня было, когда для выполнения первого космического полета определились 26 человек. Я попал в эту группу, даже удивился. Сказал, я один чувак из 20 попал. И даже в это время я так подумал, раз попал, надо выстоять и хотя бы шестым слетать. А я так хорошо выстоял, дальше третьим слетал. И всегда думал, самое главное мне был не мой полет, то есть не я лично как космонавт, а Родина, Чувашская маленькая республика. Никто не знает, даже в России, то есть в Советском Союзе не знали. Руководители знали, наверное, а вот так люди-то не знали. Я всегда думал, как хорошо будет моим землякам, если третьим поднимется в космос чуваш после двух русских. Хорошо? Хорошо. Шуршал юрлизем, сцена жинже, уяв фольклорушканя. Родные песни села Шуршило исполняет фольклорный ансамбль «Уяв».
наш Андриан Николаев, Павел Попович, Межет алышар шешперле савынза, и кенлаях, и кетован космосра юнажар. Андрей Николаев и Павел Попович совершили первый групповой полет в истории человечества. Сегодня у нас в гостях дочь летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Павла Романовича Поповича Наталья Павловна Березная. Приглашаем вас на сцену. Андриан Григорьевич и Павел Романович Попович называли себя «звездные братья», потому что они вместе летали в космос. Значит, я могу себя считать звездной племянницей Андриана Григорьевича. Да, по-моему, я даже похожа на чувашку. Я хочу сказать, ну, не только от себя, наверное, от всей нашей сегодня команды, которая приехала к вам, что мы просто влюбились в ваш город, такой чистый, такой уютный. Мы влюбились в Чувашево, где люди скромные, но очень теплые, очень доброжелательные. Люди, которые бережно собирают много лет любые факты о своем герое, земляке, фотографии, книги. И это очень приятно, потому что, честно сказать, я никогда и нигде, ни в одной республике, ни в одной стране такого отношения к своим героям-космонавтам не видела. И я думаю, что дети, которые учатся в родной деревне Андриана Григорьевича, дети, которые учатся в Чебоксарах, они всегда будут гордиться тем, что они земляки такого великого человека. Для них всегда будет существовать пример для подражания, потому что нужно ставить перед собой цели и их достигать. И тогда в жизни все получится, чтобы не просидеть просто всю свою жизнь на диване, ничего не делая. Потому что Андриану Григорьевичу и Павлу Романовичу, как вы понимаете, было очень тяжело тоже пробиться. Они очень из бедных семей, они жили в деревне, они были старшие дети, они должны были помогать и матерям, и своим младшим братьям. Но ведь какие умные, разумные были матери и у Андриана Григорьевича, и у Павла Романовича. Они отпустили своих детей учиться для того, чтобы дальше как-то пробиться в жизни, да, каких-то достичь высот. Это тоже очень ценно. Спасибо вам огромное за вашу память, за ваше внимание. И так держать. Очень хочется верить, что отряд космонавтов из Чувашии будет пополняться и пополняться. Спасибо. В парном полете с Павлом Поповичем впервые в космосе прозвучало пение. Николаев, до этого никогда не певший, и Попович спели дуэтом песню «Течет река Волга». А потом специально для генерального конструктора Сергея Павловича Королева, родившегося, как и Попович, на Украине, исполнили украинскую народную песню. Песня «Ридна маты моя» исполняет заслуженный артист Чувашской республики Дмитрий Сёмкин. Инструментовка для оркестра Леонида Привалова. Ти
Дорогие друзья, сейчас прозвучит любимая чувашская народная песня Андриана Николаева «Лети, лети, кукушка» в исполнении Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Чуваш халық юрли, веш-веш кукук, сцена жинже Чуваш патшалық академии симфонии капеллы хоре, дирижеря Марис Яклашкин.